Добрый день. Меня зовут Бельбаева Алияш. К участию в конкурсе меня сподвигли друзья. Они сказали: Алияш, давай, ты сможешь, у тебя получится, мы в тебя верим. Я недолго думала над темой, и поговорить я сегодня хочу о том, как не позволить позитиву испортить нашу жизнь. Вы не ослышались, не негативу, а именно позитиву. Я иногда мучительно ненавижу себя. Давайте посмотрим честно правде в глаза. Все мы испытываем это чувство иногда. Ну хорошо, не ненависти к себе, а недовольство собой. Но хорошая новость заключается в том, что недовольство собой – это, в общем-то, часть человеческой натуры. Пытаясь справиться с этим, мы слышим призывы: будь позитивным, верь в себя, и у тебя все получится. Например, в одной из известных книг я услышала такой совет, прочла такой совет: повторяйте аффирмации 300-500 раз в день, пока не поверите это. То есть такой принудительный позитив, принудительное счастье. Работодатели хотят видеть в числе своих сотрудников только позитивных. Наверняка вы все видели объявление, что молодая команда профессионалов примет в свои ряды сотрудника активного, жизнерадостного, позитивного и так далее. Сейчас время, когда все оптимизируют. Оптимизируют ресурсы, расходы, людей, производство, иногда и наши чувства. Ни в описании вакансии, ни в оптимизации, в общем-то, нет ничего плохого или неправильного. Просто в современном мире так важно соответствовать нормам и стандартам успешности, что мы чувствуем себя неправильно, испытывая нормальные человеческие чувства, такие как грусть, раздражение, отчаяние или вину. Не принимая эти чувства, мы их подавляем и игнорируем, обесцениваем, осуждаем себя, снова начинаем испытывать недовольство собой и обрастаем неврозами, а некоторые даже впадают в депрессию. Качественный рост личности невозможен без вызревания. Настоящая трансформация личности происходит через проживание негативных эмоций, таких как боль, разочарование, гнев, неуверенность в себе и критика. Ну что делать, спросите вы? Есть путь, когда мы действуем искренне, не подавляя, экологично амортизируя эти чувства, когда мы их принимаем, дружим с ними, осознаем, мы начинаем слушать и слышать себя. Мы начинаем испытывать сочувствие к окружающим, понимание к их чувствам. И тогда мы растем, зреем и совершенствуемся, а не притворяемся. Это все.